Туркменистан. Одна из последних в 21 веке диктатур и, наверное, самая закрытая страна в мире. В Туркменистан достаточно сложно въехать, но еще сложнее из него выехать. При этом количество туркменов, желающих уехать на заработки или просто вырваться туда, где хоть немного больше свободы, чем в их родной стране, с каждым годом неуклонно растет. Разумеется, президенту Туркмении приходится думать, как остановить подобную тенденцию, иначе очень скоро он останется в стране один. Но ничего принципиально нового официальный Ашхабад так и не изобрел. В основе запретов на выезд чаще всего лежит самый банальный шантаж с использованием детей и близких родственников или обычный произвол, когда человеку просто запрещают выезд из страны без каких-либо объяснений. Неудивительно, что все больше и больше молодых туркменов чувствуют себя в своей родной стране как в клетке, и желание вырваться на свободу только усиливается. Поэтому ежегодный поток мигрантов из Туркменистана увеличивается. Но как же им это удается? Оказывается, выход есть. Как бы парадоксально это ни звучало, но существует лазейка, при использовании которой сами власти Туркменистана помогут с оформлением так называемых левых документов и окажут полное содействие при пересечении туркмено-узбекской границы. Об этом и других способах сбежать от Туркменбаши мы расскажем вам в этом видео. Ставим лайк и начинаем. Итак, побег из Туркменистана. Для начала стоит разделить потенциальных отъезжающих на 3 группы. Первая – это родственники и знакомые правительственных чиновников. Не стоит уточнять, что для них не существует практически никаких запретов, и они могут покинуть страну просто потому, что так захотели. Правда, и невозвращенцев среди них практически нет. Ведь куда лучше быть вершителем судеб в своей стране, чем бесправным иммигрантом в чужой. Они всегда возвращаются. Вторая группа – это международные бизнесмены. Таких людей еще меньше, чем правительственных чиновников. Как правило, они в своем большинстве тоже возвращаются домой. И, наконец, третий сорт мигрантов, причем как в прямом, так и в переносном смысле, это простые жители небольших городов и кишлаков. Именно им приходится труднее всего, поскольку легальных способов покинуть страну для них практически не существует, а на родине жить становится все труднее. Возможно ли покинуть страну легально? Есть парочка способов, но они практически не работают. Их всего 4. И первый – это туризм. Но опять-таки очевидно, что он доступен только ограниченному кругу туркменской элиты. Следующий повод покинуть страну – это бизнес-переговоры. Опять без комментариев. Поездка на зарубежную учебу тоже по вполне понятным причинам простым жителям Туркменистана недоступна. Учиться за границу тоже, как правило, уезжают привилегированные граждане. Кроме того, студентов, обучающихся в иностранных вузах, заставляют подписывать бумагу, что они не намерены работать за границей и вернуться на родину, как только закончится учебный год. Остается единственный легальный вариант – поездка в связи со смертью или болезнью близкого родственника. Однако количество формальностей и нюансов, связанное с получением подобной визы, таково, что получить ее тоже практически невозможно. Интересно заметить, что большинство из тех, кому удалось вырваться из страны, предпочитают в нее больше не возвращаться, а начинать жизнь за границей, то, что называется, с нуля. Именно поэтому в 2016 году великий Аркадак Гурбангулы Меликгулыевич Бердымухамедов просто запретил выезд из страны всем мужчинам в возрасте моложе 40 лет. По мнению Солнцеликова, в этом возрасте уже поздно начинать жизнь с чистого листа. Ну а для тех, кто таки сможет оформить выездные документы по достижению 40-летнего возраста, существует одно обязательное условие. В Туркменистане должны остаться его жена и дети. Фактически они будут выполнять роль заложников, и любой невозвращенец должен понимать о последствиях, которые свалятся на их бренные головы. Одним словом, мы приходим к тому, что честно уехать из Туркменистана, тем более всей семьей, невозможно. Но не зря говорят, что Восток – дело тонкое. И как в любой восточной стране, тем более с такой авторитарной властью, как в Туркменистане, процветает кумовство и коррупция.
На фоне запрета на выезд граждан Туркменистана из страны и массового снятия пассажиров с международных рейсов в аэропорту Ашхабада в стране стремительно развивается черный рынок услуг по содействию в выезде граждан за рубеж. Как сообщает издание «Хроники Туркменистана», в настоящее время решить проблему с запретом на выезд стоит от 2 до 5 тысяч долларов США. Сумма может быть и не маленькая для бедных туркменов, но если приспичило, то насобирать за год-два возможно. Так каким же образом за такую сравнительно небольшую сумму удается подмазать множество госчиновников? Ответ прост: всех подмазывать и не нужно. Вот как это происходит. Зачастую граждане страны узнают о запрете на выезд в аэропорту непосредственно перед вылетом. Стоимость билетов, снятым с рейсов, к слову говоря, не возмещают. Решением этого вопроса занимается отдел миграционной службы по сбору и анализу данных о въезжающих и выезжающих. Именно сюда стекаются данные о том, кого не выпустили из Туркменистана или не впустили, а также данные правоохранительных органов, кого не следует впускать в страну или выпускать из нее. Так вот, за уже упомянутые $2000 сотрудники отдела готовы просто убрать ваше имя из черного списка, а после того, как вы покинете страну, вернуть его обратно, сославшись на сбой в работе компьютера. Согласитесь, тупо, но зато эффективно. И это действительно работает в такой стране, как Туркменистан. Но, разумеется, если компьютер начнет давать сбои по несколько сот раз в день, а количество желающих покинуть родной Туркменистан явно превышает эту цифру, то скрывать это будет уже явно невозможно. И вот тут и всплывает тот самый способ, при котором само правительство Туркменистана поможет своему гражданину не только покинуть страну, но и легализоваться на чужбине. Правда, для этого туркмену придется сначала попасть на территорию Афганистана. Более того, ему будет нужно выдать себя за афганца. Начнем с первого пункта. Туркмено-афганская граница – это, пожалуй, единственный участок кордона, который не находится под стопроцентным контролем Ашхабада. Постоянные стычки с талибами и непрекращающийся наркотрафик дают массу возможностей пересечь границу. Пустыня, одним словом, всегда продувается сквозным ветром. А вот дальше начинается самое интересное. Власти Туркмении не хотят ссориться с соседствующими боевиками-талибами из Афгана, как, к слову сказать, и их узбекские коллеги. Вероятнее всего, они имеют свой откат с трафика веществ, запрещенных к употреблению. Сами понимаете, о чем речь. Так вот, одной из сторон сотрудничества между тремя странами является обеспечение транзита афганских беженцев. На практике это выглядит так. В Узбекистане по суперускоренной процедуре афганцам оформляют гражданство и выписывают паспорта даже без их присутствия. Затем эти документы передаются в консульство Туркменистана, которое как раз и находится на территории, контролируемой талибами. Далее в этом же консульстве новоиспеченным узбекам оформляют транзитные визы на проезд через Туркменистан. И после пересечения афганской границы, то, что называется под белые рученьки, сажают в самолет, посадка которого состоится уже в Душанбе. Ну а дальше самолет приземляется в Узбекистан. А находясь в Узбекистане с узбекским паспортом на руках, иммигранту остается решить, куда дальше он желает направиться. Все 4 стороны света перед тобой. И самое главное, для прохождения всей этой процедуры ни афганцам, ни желающим притвориться ими туркменам не нужно иметь вообще никаких первичных документов. Разве что несколько справок с портретами Бенджамина Франклина. Так что, несмотря на все усилия Туркменбаши, его собственная администрация является одним из главных организаторов массового бегства граждан. Причем ничем хорошим для Гурбангулы это не закончится. По данным за 2013 год, только в Турции легально и нелегально проживали 500 тысяч туркменов, а если взять в расчет всех находящихся за рубежом, то в эмиграции находилось более 15% всего населения страны, и это лишь данные 8-летней давности. А если так пойдет и дальше, то очень скоро солнцелекий Аркадак останется править несколькими стариками, разбросанными по бескрайним туркменским пустыням. Хотя это уже совсем другая история.